Так, ассаламу алейкум. Шавига Маша Ойль, жили. Витаю всех, друзья. Сегодня стрим, я думаю, провести на чеченском языке. Так. Итак, друзья, сегодня 4 марта 2026 года, 18 часов 33 минуты по Берлину. На этих часах 32 минуты показывают. 20 часов 33 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «ФСБ ускоряет проект Кечкин». Ичкерию, Ингушетию и Дагестан объединяют против США. Давайте об этом и многом другом поговорим. Но вначале напоминаю всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Для вас это небезопасно. Смотреть пока вроде бы вам безопасно. Так, на чеченском, на русском, да? Кто мне подскажет, как это лучше сделать? На чеченском или на русском мне языке вести стрим? Давай, кто первый напишет. Герих, витаю вас, витаю. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам, кавказички, машой. Как мы знаем, друзья, война в Иране разрастается с большей и большей силой. Сейчас, одну секунду. Так, друзья, как мы знаем, в 92-91 году, когда Чеченская республика Ичкерия объявила о своей независимости, Чечено-Ингушская республика она вначале называлась, и собиралась выйти из состава СССР, после того, как Советский Союз развалился, так и произошло, ингуши, наши братья, сказали, что они останутся с Россией. Их парламент, их представители, власти сказали своему народу, что если мы сейчас отделимся от России, то мы потеряем пригородный район, то есть до Владикавказа, территория, которая принадлежит ингушам. И таким образом ингушей просто обманули, скажем так. Пригородный район им не вернули. Даже беженцы, ингуши, которые десятки лет проживают не на своей исконной земле, на другой территории Ингушетии, им не разрешили вернуться. Сейчас же ситуация аналогичным образом разворачивается в отношении Ауховского района, наших братьев акинцев и других типов, которые там проживают, чеченцев. Это вопиющий несправедливый факт в отношении этих людей, как и в отношении пригородного района Ингушетии, также и в отношении этих людей. Территория чеченского народа, чеченских людей, чечено-ингушских людей, она располагается от Владикавказа до Каспийского моря, скажем так. Мы не претендуем на все земли, которые принадлежали раньше чеченцам. Речь не об этом идет, много времени прошло, другие народы там живут. Но справедливость есть справедливость. Она должна, просто исторический факт должен быть зафиксирован. А Ауховский район, например, это люди, которые не могут
поселиться в домах своих дедов, там, отцов. Вот на таком уровне. Прям люди знают, что в их домах живут чужие люди, то есть в их домах имеется в виду их отцов, дедов домах. То есть есть прямые наследники. Но я всегда предупреждал, что нам сейчас не делить какую-то землю чеченцам и ингушам между собой, или же там чеченцам и дагестанцам между собой делить землю. Нам сейчас нужно это делать либо очень аккуратно, либо вообще как бы немножко подождать этот период, который сейчас снова нагнетается. Такой же позиции, как сейчас придерживаюсь я придерживаюсь ее именно потому что она рациональна, и потому что именно Джохар Дудаев придерживался этой же позиции. Это не потому, что он не хотел справедливости в отношении этих людей, а потому что это провокация, которая готовят против нас, чтобы втянуть нас в очередную войну и использовать нас. Я давно предупреждаю о том, что Россия строит у нас мечети, она ненавидит чеченцев, она ненавидит всех кавказцев, но при всем при этом строит огромные мечети, и там целые дворцы такие строятся. И это тоже наводит на мысль, что не просто же так они решили нас использовать, нам помочь, да, нашей верой, нам негде было молиться, и русские убили четверть нашего народа, чтобы построить нам мечети. Ну, вот такая вот ситуация вырисовывается. И я давно понимал, что они к чему-то они готовятся. Ну, и после того, как в Иране уже начинаются эти события, после попытки сбития азербайджанского самолета, чтобы нас настроить против азербайджанцев, картина, пазл, в принципе, сложился. Я давно об этом предупреждаю вас. Мои дорогие, уважаемые чеченцы. Я именно поэтому хотел сегодня на чеченском сделать, но пусть и наши потенциальные союзники, потенциальные друзья тоже знают, поэтому проведу все-таки на русском языке, раз уже начал. Может, завтра, послезавтра проведу на чеченском еще. И из нас хотят сделать, знаете, исламистское гетто. Исламистский анклав такой. Чеченцы, ингуши, дагестанцы, вы же мусульмане, вы же так за свою веру так держитесь, такие вы праведные, набожные, все такое. Ну вот вам мечети, вот вам стройте и будете нападать на американцев, на азербайджанцев, на армян. А тем временем в Иране будут идти боевые действия. В Иране, как мы уже знаем, начались, и, скорее всего, это может затянуться. Одновременно с этим, под чужим флагом, из исламистского гетто, навязывая нам суперрелигиозные нарративы, объясняя, насколько нам нужно срочно взорваться, убиться, еще кого-то убить, чтобы попасть в рай. Мы все это проходили, мы все это помним. И сейчас это, фактически откровенно так. Знаете, как в секторе Газа, вот арабские палестинцы там почему-то начали их отождествлять или ассоциировать с мусульманами, хотя они вчера были большевиками, еще в 80-е годы, в 70-е годы, когда они убивали евреев. Они это делали спокойно под большевистскими, марксистскими знаменами и лозунгами. Потом резко стали мусульманами, хотя большая часть из них мусульман, но там есть и христиане, арабы, и есть коммунисты, арабы, то есть вообще безбожники, сатанисты. Коммунизм – это чистой воды сатанизм, по крайней мере, русский коммунизм, который мы увидели. А другого коммунизма они не получали, кроме русского, потому что они все говорят на русском, их руководители говорят на русском языке, обучались в России, вербовались, засылались и так далее. И вот этот террор они устроили евреям на протяжении десятилетий. И сейчас оттуда вывозятся все, сейчас уже, как мы знаем, сектор Газа полностью под контролем уже не Хамас. И оттуда все вот эти вербовщики, психологи, как они их называют, какие-то имамы, вот эта вся КГБшная, ГРУшная, и всех остальных своих местных спецслужб, вот эта вся банда вывозится на Кавказ.
их со семьями, их все вывозят, строятся дома строятся также для тех, кто сейчас принимает участие в войне против Украины. И как мы знаем, 90% вот в этих бандах Ахмат не чеченцы. 10% это либо обманутые, либо насильно туда под разными предлогами за мелкие правонарушения втянуты люди. Ну и есть какая-то определенная группа, которая тоже ну, за деньги идейно, ну за деньги, идея деньги, вот, короче. Великая Россия, там вот эта вся болтовня их, и вот они ведут вот эту войну. И для них, тот, кто погиб, для их родственников, для семей, вот для них строят вот эти дома. За все это время такого количества жилых домов не строили. Причем, как говорят, строятся очень быстро и строятся очень некачественно вот эти дома. Ну и такой анклав, такое место создается. Участники войны в Украине, не чеченцы, не только чеченцы, там разные национальности, им будут дарить квартиры, там папа погиб, дядя погиб, там муж погиб, вот вам квартира, или получил увечья, ранения и так далее. Но в итоге собирается вот такая группа людей, которые умеют воевать, научились воевать, там потеряли немножко страх перед смертью. И вот их собирают. И одновременно с ними настроены мечети, настроены и привозятся из сектора Газа уже профессиональные враги Израиля, Америки, профессиональные вербовщики, такие матерые такие преступники. Одновременно с этим мы должны это все понимать. С 2000-го, где-то в начале 2000 года Дмитрий Кечкин, нынешний главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, начинал оперативником в Дагестане. Мы знаем, сколько молодежи, сколько людей было убито в Дагестане. Вот Дмитрий Кечкин дорос до зама главаря банды по Дагестану, именно занимаясь вот этими уничтожениями людей под видом исламистов и так далее. То есть борцы за свою свободу, за то, чтобы отделиться от России, мусульмане, их обозначили террористами. Мы, правда, вели очень слабую работу, сопротивляться этому, чтобы говорить, что это не так. Но, видимо, было не до этого, либо все информационные ресурсы работали на врага. Поэтому вот так вот представили. И Дмитрий Кечкин потом 15, по-моему, лет проработав в Дагестане, обзаведясь, соответственно, большим количеством агентуры, своих людей, был переброшен в Ингушетию. После Ингушетии, где он год проработал, видимо, тоже координация с агентурой в Ингушетии, и потом перебросили его в Чеченскую республику Ичкерия, временно оккупированную в фашистской России. И сейчас вот начинается проект Кечкин, как я его назвал. Более того, надо отметить, что Кечкин, Дмитрий Кечкин, когда работал в Дагестане, в своем ФСБ, в своем органе палачей, они в 2013 году организовали террористический акт в Бостоне при помощи братьев Царнаевых. Старшего брата Тамерлана, точнее сказать, Царнаева. Он был завербован, он был врагом России, ему объяснили, что враг это Америка. Это делалось при помощи Кавказ-центра, на мой взгляд. У меня есть большое расследование на эту тему, вы можете прочитать на нашем сайте. На сайт вы можете найти, наш сайт правозащитной ассоциации, можете, под каждым видео есть ссылка на наш сайт. Да, совершенно верно, божественная Розалия, на марафоне в Бостоне, на марафоне, когда люди, это такой, американский такой день спорта, день физкультуры, и они проводят ежегодно такой фестиваль, марафон, и там был произведен этот террористический акт, где погибло несколько человек, и десятки были ранены. Тамерлан Царнаев был убит, его брат Джахар Царнаев находится в тюрьме, и ему грозит высшая мера наказания. И вот таким вот образом Дмитрий Кечкин зарекомендовал себя, что он готов убивать американцев, граждан, мирных граждан, то есть преступник, террорист и фашист. Ну, ничего удивительного.
когда они уничтожали дагестанских молодых людей, дагестанских людей, также чеченских, ингушских. Тогда весь мир аплодировал им, как они борются с терроризмом. Правда, несколько лет назад министр внутренних дел Германии Шойбле сказал, что он понимает теперь, что это было неправильно, что чеченский народ вел не какой-то там всемирный джихад, установление там какого-то всемирного халифата, а вел борьбу, национально-освободительную борьбу своего народа, если вот приблизительно сказать, что он имел в виду. Это единственный пока такого уровня, высокого уровня чиновник, у которого хватило мужества признать, что они совершали преступления против чеченского народа, будучи обманутыми фашистской Россией и ее спецслужбами. И если играть долго, заигрывать с грязью, то грязь-то еще это чистая вещь, но еще то вы можете холеру подхватить. Поэтому не нужно было заигрывать с Россией, с их спецслужбами. И тогда холеру не подхватили. Короче говоря, ситуация развивается вот таким вот образом. Сейчас, когда Россия завязла в Украине, для Украины война в Иране это тоже вред, потому что сейчас основное внимание всех стран, в первую очередь Америки и европейских некоторых стран, в первую очередь будут обращены в сторону Ирана, помощь тем, кто сейчас будет воевать против Ирана, кто воюет. И, конечно же, Украина, как и хотел Путин, фактически остается один на один с Россией. Но пока этого не произошло, и Европа, в принципе, в Европе, я думаю, должны понимать, что больше, чем Иран, угроза для Европы – это Россия, больше, чем Иран. И в принципе, помощь не прекратилась, но если это будет так продолжаться, это может продолжаться даже годами, то она может уменьшиться. Ну и, конечно же, Россия, как тогда после бостонского теракта, Россия не зря его, Дмитрий Кечкин, Путин, Патрушев, не зря сделали этот теракт. Нужно тогда было переключить внимание американцев, которые тогда готовились свергнуть Башара Асада, нужно было их внимание переключить на ИГИЛ. Да, помните, появился ИГИЛ, в Бостоне произошел теракт, потом появился какой-то странный ИГИЛ, который снимал, как в Голливуде снятые ролики, как отрезают головы, как взрывают. Помните, каждый раз, когда я смотрел эти ролики, я думал, больше способа убить людей они не придумают. Они все уже сделали. Причем они сделали все, что прямо запрещено в исламе. Они делали прямо запрещенное в исламе. Сжигали людей, топили людей, взрывали людей. Короче, все ужасы, которые только возможно, они делали. И это было так красиво снималось, это так, было видно, что человек, режиссер подходит к этому так, с душой, так сказать, к этому процессу. И это была полная дискредитация мусульман, ислама, попытка дискредитации, потому что много было в этом мире попыток дискредитировать разные религии, и иудаизм, и христианство, и ислам, но Бог бережет своих последователей и не дает полностью дискредитировать. Но все равно удар, конечно, был нанесен колоссальный. Хотя, как говорится в Коране, «Я явилась истина, и сгинула ложь, воистину ложь обречена на погибель». И рано или поздно, конечно же, истина побеждает. Но, к сожалению, не быстро произошло в данном случае. И сейчас вот процесс продолжается в таком же формате. И сейчас они планируют создать такой же прецедент, когда, я вам давно говорил, сейчас мы должны ожидать большой мега-супер теракт. Или много этих терактов должно произойти, чтобы много жертв было. И как обычно ФСБ это делает, это каждые 3-4 дня они совершают теракты, как уже это заведено у них, чтобы потом, видимо, чтобы лучше информация у людей усваивалась в голове, и потом каждые 3-4 дня производят теракт, и население накручивается. Запугивается, накручивается, и потом уже никто не смотрит на факты, на объективную реальность, все идут уже топить в крови. По крайней мере, русские так сделали. Их же, свои же дома взорвали,
И потом они пошли топить в крови. В принципе, если так посудить, то можно сказать, что и Соединенные Штаты Америки повели себя так же. Их взорвали какие-то арабы, за которыми без сомнения стояли российские спецслужбы 11 сентября. Российские спецслужбы и, может быть, еще какие-то спецслужбы. И после этого они пошли не тех, кто их взрывал, а на афганцев пошли. Просто им там нужно было, какие-то свои интересы у американцев были, свои геополитические. И вот они пошли туда. Что они там делали 20 лет, ковырялись и ничего, в принципе, не добились, или, может, добились, но факт, демократию туда и цивилизацию так и не удалось им принести. Ну вот, теперь будут нести цивилизацию, мы так понимаем, в Иран. В отличие от Афганистана, который никогда не угрожал американцам, Иран угрожал и американцам, и евреям. Причем уже на протяжении 50, почти 5 полувека грозятся, их там обзывают сатаной, малой, большой, там убить грозятся и так далее, и так далее. И вот сейчас вот мы видим то, что произошло. Это все произошло благодаря тому, что великий украинский народ сдерживает абсолютное беспримесное зло в лице России. Ну и вот благодаря этому Нагорный Карабах удалось решить проблему, удалось Башара Асада свергнуть, хотя непонятно, свергли его или он просто обычная сделка произошла, причем на его место пришел, ну, в принципе, не особо отличающийся от Башара Асада, по крайней мере. Хотя я вчера буквально с сирийцем разговаривал, они говорят, мы надеемся, что это окажется нормальный человек, а не окажется. Поэтому не будем особо лезть туда, но хочу подтвердить, что сейчас, когда в Иране вот началось, Иран, ну, видите, как произошел удар. Ситуация мощно, вся голова уничтожена. Они же, иранцы, приняли решение, по всей видимости, объявили джихад, там, будем воевать, там, все такое, и назначили сына. А у этого сына погибла мать, жена и дочь. То есть отец его, Хаминеи новый, который, его жена погибла, то есть нового сейчас главы Ирана, то есть его отец и мать погибли, его жена и дочь погибли. Короче, непримиримый, человек, который будет отдавать приказы на теракты и на все что угодно. Короче, будет рвать и метать, если сам не будет уничтожен. Короче говоря, ситуация, ну, вот такая вот. И одновременно с этим мы увидели сейчас, такая активность пошла на Кавказе. Вчера смотрю видео, дагестанский старец с белой седой бородой. Вот мы вернулись, чеченцы, ингуши, в 1957 году. Грубо говоря, это прошло 70 лет, 69 лет прошло с тех пор, как мы вернулись. Ну, если исходить из окончания срока вот этой депортации. За это время что-то я не слышал таких слов, поддержки, как они извиняются перед нами. Мы так, вот этот старик говорит, ну, странно мне все это кажется, особенно с учетом того, что у меня есть определенная гипотеза, которая складывается, и она вот каждый день о правильном, к сожалению, правильном, подтверждающем мою догадку направлении развивается эта ситуация. И вот этот дедушка тоже меня немножко вывел из спокойного такого состояния, где он начал говорить, что вот мы очень виноваты перед чеченцами, что вот мы жили в их домах 13 лет, мы и так далее, и так далее. Это очень хорошо, что это такое обращение есть. У меня просто возник сразу же вопрос, почему 70 лет для этого нужно было. Этому старику больше 70 лет, лично ему, на вид. Всю свою жизнь этот человек держал в себе вот это. Представьте, уже сколько выдержки у человека. Он столько лет держал и сейчас начинает выдавать вот такие вот вещи. Поэтому я призываю, в Ауховском районе проживаю сейчас, я вижу, митинги там проходят. Опять же, в эту же канву, по моей гипотезе, ложится ситуация с убийством
олимпийского чемпиона Буэйсера Сайтиева, который тоже был из Ауховского района и который также, скорее всего, сопротивлялся бы, как и все жители Ауховского района, той провокации, в которую хотят нас втянуть. Поэтому я бы жителей Ауховского района попросил бы год, два, три продержаться, потерпеть, не поддаваться на провокации. Потому что, как вы будете собираться, против вас могут использовать какой-нибудь теракт, какую-нибудь провокацию, убийство каких-нибудь из вас, членов вашей организации или вашего движения. И потом это уже будет очень трудно остановить. Конечно же, ни в коем случае нельзя забывать, что это наша земля, и никто ее не забудет. Никто, даже люди, которые не живут в Ауховском районе, мы все с вами. Но при всем при этом мы должны понимать, что как и ситуация с Ингушетией, когда какую-то землю, какой-то кусок делят, который в горах где-то лежит, и нас стравливают друг с другом. Чеченцы, ингуши, там землю делят, там враги, там туда-сюда. По факту, ну, мы все находимся в одной тюрьме. Какая земля есть, какая земля есть. Ну, ауховцы, я понимаю, это они знают, что это их земля, их дома, и мечеть снесли старую, которая там больше 100 лет, по-моему, была этой мечети там. Ну, тоже провоцирует. Тем, кто участвовал в этой террористической войне против Украины, им раздают земли жителей Ауха. И эти люди, умеющие воевать после войны, они как бы дадут отпор в случае чего вот этим жителям Ауха. Ну, вот такие вот специально делаются провокации против нас. К большому сожалению, дагестанский народ не выходит столько лет. Чеченцы митингуют, выгоняют. Ну, весь дагестанские вот эти народы, они игнорируют эту проблему. И вот сейчас вот этот старик начал говорить об этом, и ситуация с Ауховским районом накручивается. И вот это все складывается в одну канву. Но самое главное, чего они добиваются того, чтобы, когда создадут они исламистский анклав, исламистское гетто на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана, мы должны верить в то, что мы делаем. Потому что если ты не будешь верить, то есть сакральность, святость должна быть у этого дела. Как мы деремся за свою землю, то точно так же мы должны верить, что вот туда пришли американцы, армяне, азербайджанцы, они за Америку, за Израиль. Сейчас постоянно антисемитская тема накручивается. И мы должны, нападать на них. Это священный джихад, там туда-сюда нам будут рассказывать. Как мы знаем, у Ирана много вот этих проповедников, которые сейчас во всем мире пытаются поднять волну, начать теракты. Ну, вот эта вся вот эта тема начинается. Потом, я думаю, не зря здесь уже заранее некоторые россияне, русскоязычные евреи постоянно про мусульман говорят. Мусульмане враги. Я думаю, это не случайно. Сперва начнут шиитов, с иранцев, а потом всех мусульманов туда пристегнут. И как это было в Сирии, когда внимание с Башара Асада американцев переключили на ИГИЛ, русские предложили свои услуги. Я полагаю, что потом русские будут предлагать услуги вместе, решать там проблему с Ираном, решать проблему с Кавказом исламистским, который они сами же вот подбивают, все это делают. И вот таким вот образом они вместе должны додушить украинцев. А украинцев надо, вот по моим наблюдениям, прошу обратить пристальное внимание к моим словам, из украинцев, из украинских патриотов и националистов, не люблю это слово националист, потому что не приемлю никакой национализм в принципе, но вот украинские патриоты, которых называют националистами, иногда они себя сами, которые, их нужно пристегнуть к исламистам. И потом наравне с исламистами всех вместе, всех мусульман и вот этих украинских патриотов, они единственная преграда в Украине, костяк, который держит Украину, который знает, куда они ведут Украину. Это патриоты Украины. И они тоже мешают. Потому что в отношении них уже была такая ситуация. Это 24 августа Москва 2025 года, когда высокопоставленный офицер ФСБ Алексей Титов самоподорвался при закладке самодельного взрывного устройства в детском центральном магазине города Москва на площади Лубянка. Сразу как раз перед началом учебного сезона и в День независимости Украины.
То есть убийство детей – это такой излюбленный метод фашистской вот этой банды ФСБ, которая таким вот образом пытается дискредитировать украинцев, украинских националистов, патриотов, я их буду патриотами называть, патриотов. Потом в Америке, в Миннеаполисе произошла стрельба по детям, и тоже как будто русская славянская речь там была написана, а также известно, что в Миннеаполисе живет очень большая украинская диаспора. Короче говоря, нужно было пристегнуть украинских националистов, патриотов к этой ситуации и вот обозначить их где-то убийцами, злом, абсолютным злом, как они представили нас, чеченцев. Об этом я предупреждаю украинцев, я неоднократно это говорил и еще раз просто повторяю. И вот эта ситуация, как мы и предсказывали, она, к большому сожалению, развивается в этом же направлении. И когда ситуация в Иране затянется, а ее сделают все возможное, Россия и Китай, чтобы затянуть эту ситуацию, чтобы весь иранский народ ввергся в войну и принял участие. Чем больше будет их воевать, тем Израилю и Америке будет сложнее. Ну, соответственно, есть шанс победить, разрушить тот же Израиль, нанести ему колоссальный вред и так далее. А американцы могут просто умыть руки и сказать: ну да, ребят, извините, ведь начали не мы, это же все Натаньяху хотел. Ну вот, извините, если не попрет, если очень сильно не попрет. Мы будем помогать, как с украинцами получилось, да, мы с вами до конца, навечно, там, все, мы до конца, до полной победы. А потом, ну как получится, вот вам, мы вам продадим оружие. Вот так сказала нынешняя администрация. К большому сожалению, Америка, Соединенные Штаты Америки – это великая страна, это великая нация. Благодаря этому народу многие вещи не проходят у них, у власть имущих, я имею в виду. И вот будем наблюдать, будем надеяться, что и американский народ будет более внимательно следить за событиями, которые происходят. Ну и ситуация, связанная с проектом Кечкин, когда из нас создают анклав такой, исламистское гетто, где мы будем главными. Ну, самое главное, мы их раскусили. А значит, не будет сакральности. Да, кого-то они, может, обманут. Да, может быть, кому-то они там проедут по ушам. Не зря столько мечетей и столько ФСБшников и сектора газа вывезенных, вот этих функционеров, вербовщиков, они подготовили. Не зря это. Конечно, кто-то поддастся на это, скорее всего. Такая работа против нас ведется. Это будет трудно против этого устоять. Но как народы мы все уже сейчас, а я за год, за два вас об этом уже предупреждал, если не больше, можете посмотреть мои видео во всем, это уже теряет всю сакральность, всю святость, что все-таки это не само собой происходящие божественные процессы, а какой-то рукой направляемые процессы. И эти процессы, да, направляются террористической бандой ФСБ. И главный из них убийца американских людей Дмитрий Кечкин, главный, который там будет, ну, соучастник, соорганизатор убийства американских детей. Дмитрий Кечкин. И мы, и украинцы должны это понять. И что в случае, если удастся это сделать, все внимание переключится на исламистов, на всех мусульман, как русскоязычные евреи постоянно начинают, они почему-то не говорят про русских, которые 70-80 лет терроризировали Израиль, вооружали эти банды, сперва большевистские, коммунистические, потом исламистские, и почему-то забывают это. Вот, какая-то избирательная память. И у меня складывается впечатление, что именно и такая параллель похожая, что как чеченцев обманывают евреев. Нас обманывали, что на нас не русские напали, а весь христианский мир на нас напал. Хотя на нас не нападал христианский мир, только сатанистский русский мир на нас нападал. Но христианский мир, иудейский мир, мусульманский мир, буддийский мир, атеистический мир и весь остальной этот мир, он внимательно наблюдал и аплодировал. Это я подтверждаю. Но они не нападали на нас. Они на нас не нападали.
у них не было мотива на нас напасть. Потому что мы им ничего плохого не делали, и Россия сама извлекала пользу из нефти и газа, которые она у нас завоевывала, забирала. Поэтому она давала им что-то, наверное, да, чтобы они сильно не озабачивались. То очень сильно они озабачиваются тут на Западе, когда происходит геноцид целого народа, что они просто не могут есть пирожные. Пирожные, слишком эклеры не могут есть. Что-нибудь попроще едят, потому что слишком озабочены. Вот такая вот ситуация разворачивается, друзья. И мы должны понимать, что нам всем грозит опасность. Всем. Всем. Потому что Россия, в принципе, добилась того, чего хотела. Она в Израиле начала 7 октября 23 года войну, чтобы отвлечь внимание. Видимо, это даже послужило последствием того, что сейчас против Ирана приняли такую меру, потому что Иран как раз начал уже и наносить удары, как мы знаем, в прошлом году летом, и ответные удары. И в итоге по Израилю наносить удары. И, ну, фактически начинается вот такая вот новая эскалация всего этого процесса. И мы должны понимать, что если мы сейчас не предпримем какие-то шаги, если мы не будем информировать людей, а будем дальше продолжать, как там Подоляк сидит в Украине, там, и всю КГБшную, всю вот эту агентуру собрал, и вот сидят, рассказывают, как они побеждают, короче говоря. Это ужас, конечно. Но смотрите, в принципе, мы проигрываем, мы все проигрываем. Понимаете? В информационном плане мы все проигрываем. И эскалация увеличивается, еще больше становится. Мы проигрываем сатане, дьяволу, фашистам мы проигрываем. Понимаете? И мы это должны четко запомнить, понимать. Мы все это, чеченцы, проходили. Понимаете? И надо это извлечь урок, так сказать, из того, что происходит. Вот такие вот, друзья, вещи я призываю всех чеченцев сейчас же детям своим дома, всем начать рассказывать о том, что из нас готовят исламистов. И Россия готовит. Она здесь, нас в Европе, всех хочет объявить, всех чеченцев, которые вот здесь специально есть разные полезные товарищи и откровенные агенты российских спецслужб, которые на мусульман сидят и рассказывают. Причем вчера они были вроде бы за Ичкерию, за свободу там, и так далее, а теперь они только про религию говорят. И у меня закрадывается такое впечатление, значит, это был такой, обычно, как спецслужбы российские предпринимают, действия для того, чтобы сперва раскрутиться, чтобы стать известным, завоевать доверие, а потом гнуть вот эту свою ГБшную линию. Так вот, эти антимусульмане, которые здесь сидят вот под разными там соусами, есть такая какая-то партия, так называемая, которая абсолютно недемократическая. И вот все время про Бога, про ислам, даже про хадисы говорят. Какие-то сами выдумывают, потом какие-то выдуманные хадисы берут и начинают рассказывать нам сказки там разные. Нам нет там, таким же, кому это интересно, вот им рассказывают. Я попрошу быть осторожными, много здесь лжи и пропаганды ведется в этом направлении. Но они делают определенную работу с определенной целью. Цель у них заключается в том, чтобы все чеченцы, которые оказались в Европе, чтобы их всех представили, что мы враги мусульман. То есть самые чистые мусульмане — это Чечня, Ингушетия, Дагестан. Все остальные, все чеченцы, которые сюда уехали, они враги мусульман, они вот атеисты, за евреев, за Америку там, и так далее, и так далее. И что вот с нами, что нас не нужно слушать. Ну, конечно, обрубать будут интернет, там, пытаться, им это, конечно, до конца не удастся, но пытаться создавать информационную блокаду полную, чтобы эти люди полностью находились в их ведении, в их власти, и они могли их вербовать, как им вздумается. Не дай бог, какая-то мысль промелькнет. Поэтому сейчас же нам нужно, пока еще у нас есть возможность доносить до чеченцев, они строят у нас исламистское гетто, чтобы окончательно, то есть
полностью, навсегда уничтожить чеченцев, как они есть. Есть такой один ублюдок, Кошман зовут. Этот Кошман на нашей крови разбогател. Это человек Патрушева, как говорят. Вот этот ублюдок говорил о том, что чеченцы, конечно, останутся, но это будут другие чеченцы. Так вот, друг Патрушева, соучастник на нашей крови, поедавший наше мясо, Николай, по-моему, этого ублюдка зовут Кошман, рассказывал о том, что будут другие чеченцы. Так вот, Кошман, пока ты там, бабки зарабатываешь, ты, наверное, не знаешь, с кем ты имеешь дело. Мы уже тысячи лет живем на этой земле и остались такими, пока какие-то Патрушевы, Кошманы, какие другие ублюдки, когда приходят, они все мечтали, что мы будем другими. Они нас завоевывали, водку пить заставляли, нас коммунистами обзывали и так далее, и так далее. И даже у них не получилось. Как вы думаете, у вас, у ублюдков, у которых только деньги на уме, получится переделать нас? Не получится. Не получится у вас никогда это сделать. Хотя Кошман уважаемый человек, здесь где-то в Болгарии у него большие дома, много вложений сделал. На чеченской крови разбогател Кошман. Очень хорошо устроились российские евреи. Они там грабят, потом приезжают и получают еврейский, израильский паспорт. И все, и никаких вопросов. Можно мародерничать, убивать можно, грабить можно. А потом приезжать в Израиль, получать еврейский паспорт, израильский. И все. И все, ты белый человек, в Европе у тебя зеленый, с американцами у Израиля хорошие отношения. Все, ты как будто строитель самого Израиля, причем самый такой близкий американский друг получаешься. Очень удобно. Но для нас это не очень удобно. Мы это все помним, и нас хотят переделать. Вот что говорил Кошман. Вот к чему Россия с начала вот этой войны, с начала 99-го года, может быть еще раньше, начала вот последней, так называемой второй войны, русско-чеченской, широкомасштабной войны, и пятой всего агрессии в новейшей истории против нашего государства, они с тех пор готовили план окончательного решения чеченского вопроса. Надо им, чтобы чеченцев не стало. Здесь в Европе кто-то растворился, кто здесь немножко, кто мусульманин там, или кто-то там оказался там в разных ненужных ситуациях, в которые они насильно втягивают, не насильно, но подставляют. Вот меня лично пытаются подставить, уже неоднократно пытаются меня подставить под то, что я как-то якобы связан с российскими спецслужбами. Потом якобы я связан с исламистами. Вот так пытаются. Но с другой одновременно стороны, они пытаются, что я якобы связан с Израилем и с английской разведкой Ми-6, и потом я еще там являюсь там врагом мусульман и так далее. Короче, с одной стороны я исламист, с другой стороны я враг мусульман, получается. Вот таким вот образом у них это все работает. И вот эта работа ведется в отношении здесь нас, чеченцев. И нас будут отсюда депортировать, уже депортируют, даже гражданство отбирают. Были случаи, отбирали гражданство у людей. Будут отправлять, давайте, валите в свой вот это исламское государство, которое вы там строите, и так далее, и так далее. Короче говоря, мы находимся вот на этой ситуации, но я все равно чувствую оптимизм в этом. Во-первых, мы их раскусили давно, во-вторых, вы все свидетели, я это не просто раскусил и оставил у себя, я об этом вам всем рассказывал. И когда это все будет складываться, этот пазл, он уже складывается, вы сами придете к этой мысли и поймете, значит это не само собой божественное происшествие, стечение обстоятельств. А это значит какая-то программа, которую нас ведут. И это самое главное, что вы должны запомнить, чеченцы. Нас будут сейчас призывать к всемирному джихаду против азербайджанцев, чей самолет они хотели сбить, против армян. Сейчас появляется, у меня здесь заходит какой-то мусульманин армян. Я как адвокат, который работал именно по нашим партизанам, и общался, очень много дел перечитал. Могу сказать, что обязательно либо грузин-мусульманин, либо армянин-мусульманин обязательно в какой-то террористической банде бывал, когда всегда он целехеньким, абсолютно спокойненьким. Он уходит, а вся банда
или вся группа, она попадает под раздачу, либо ее уничтожают, либо их кого уничтожают, кого сажают. Вот такие вот вещи происходили. И сейчас ко мне начал какой-то брат-мусульманин из Армении заходить, который ненавидит евреев, надо все евреев убивать там и так далее, и так далее. Вот такие вещи приблизительно они все говорят. И вот что гордиться, как там кто-то у них там воюет и так далее, и так далее. Поэтому я призываю чеченцев, ни с кем мы сейчас берем паузу и ни с кем не вступаем ни в какую коммуникацию, ни с кем мы не начинаем усиленно объединяться и дружить. Понимаете, не с дагестанцами, не даже с ингушами, это граждане России, пока нам нужно выждать. Ни с армянами, исламистами, ни с азербайджанцами, исламистами мы не вступаем ни в какие конфликты. Армения, Азербайджан, если это не исламисты, если это нормальные люди, мы можем, нужно с ними устанавливать контакты. А с россиянами вообще ни с кем нам пока не нужно устанавливать контакты. Это для нас жизненно важно. Просто эти несколько лет нам нужно взять паузу. Нам будут рассказывать, что мы единый кавказцы. Я это не отрицаю. Я не отрицаю, что Каспийское море, более 400 километров Каспийского побережья, это чеченская земля. Что Дагестан это чеченское название, земля отцов Дагестан. И вообще чеченская территория, она располагалась на огромнейших территориях. Самый пик там до полумиллиона квадратных километров там достигала, или там даже больше, например, я говорю. Но если брать последние времена, там до 50 тысяч, вот сейчас 17 тысяч квадратных километров Чеченская республика Ичкерия, а была до 50. Но мы претендуем только на 17 тысяч. Только на 17, потому что это наша граница, мы так договорились и все остальное. Мы обсуждать юридически можем только Ичкерию. Мы не претендуем ни на армянские земли, ни на азербайджанские земли, ни на Нахичевань, который находится на границе Армении и Турции, азербайджанский анклав. Мы ни на что это не можем претендовать и не претендуем. Это так, чтобы было понятно. Это чтобы было понятно. Поэтому вот сейчас мы должны просто понять четко, что нас не будут и не должны втянуть куда-то. Ни в какие авантюры. Сейчас начнутся нам рассказывать, там супервоины появятся, суперлидеры появятся, супер еще там эти проповедники появятся, уже появляются, начинают нам сказки будут разные рассказывать. Поэтому мы в это не верим. Никакую сакральность борьбы чеченского народа против Армении, азербайджанцев мы не верим, Азербайджана мы не верим. Мы знаем, что эта подготовка этому шла десятилетия. Вот 26, 27 лет или 30 лет они готовились к тому, чтобы подвести нас под эту войну, которая сейчас началась в Иране. То, что вопрос с Ираном американцы будут решать, в этом, я полагаю, никто не сомневался. Более-менее посвященные люди в это понимали, что радикально исламистски настроенный вот этот режим аятолл, религиозный режим, он представляет угрозу для Израиля и для Соединенных Штатов. Да, может быть, не сиюминутную, не сейчас, но Иран финансировал хуситов, Хамас, Хизбалла, Мизбалла, все остальное. Ну и, конечно, самые главные террористы русские, у них друзья. ФСБ это у них друзья. Поэтому было ясно, что когда-то этот вопрос будет решаться. Американцы готовились к этому. И я думаю, десятилетия они готовились к этому. Но если они готовились к этому, кто-то готовился какие-то меры предпринимать против них. Но я, зная сейчас, что мы их разгадали, какие бы козни они ни строили, все равно Бог на нашей стороне, правда, справедливость на нашей стороне. И мы раскусили их. Поэтому, как бы они ни пытались представить нас здесь какими-то врагами мусульман в Европе, а они там самые чистые там фанатики мусульмане, там туда-сюда, как бы они ни пытались, у них ничего не получится. Уже не получится, но если вы не будете молчать, люди, не надо всем говорить, в семье, рядом, кто находится, детям, молодежи, всем говорить, из нас делают исламистское гетто. Дагестан, Ингушетия, Ичкерия. И для того, и они хотят объединить
Кечкин, проект Кечкин это называется. И эти люди будут нас уничтожать, а потом все вместе объединятся и скажут, вот как сейчас с сектором Газа, кто помог в секторе Газа? Арабы, соседи не помогали, границы не открывали, потому что вот здесь сидел этот террор, и вот это их пропаганда, которую им навязывали из поколения в поколение. Я думаю, с нами так долго тянуть не будут, год, два, 3, 10 лет, и после этого начнут все вместе уничтожать нас. Поэтому мы до этого довести не можем. Но если они объединят наши территории, Дагестан, Ингушетию и так далее. И в этом, в принципе, я особо плохого не вижу. Главное, чтобы мы не попадались на этот крючок. Это наши земли. Потом, когда будем расходиться, просто выйдем со своими землями уже. Потом к этому мы придем. Если они сейчас объединяют, ничего, хорошо. Значит, Бог сделал так, что наши враги сами отдали нам наши земли. А мы не попались на уловку, которую нам готовят для того, чтобы на десятилетие затянуть войну в Иране. То есть со всех сторон Иран будут сейчас душить, додавливать. Сейчас арабы туда будут войска вводить свои. Иран там наносит удары по арабским странам. Не знаю, зачем он это делает, откровенно, вообще непонятно. Но он дал основания теперь арабским странам, которые являются союзниками Соединенных Штатов, Израиля, чтобы они туда вели войска. И с этой стороны Армения, Азербайджан будет, там с севера Турция будет там тоже, конечно же, принимать, наверное, участие. Курдов сейчас, сегодня читал статью, курдов, либо ЦРУ, либо кто там на Западе, кто-то готовит курдов, которые тоже будут заходить, там и курды живут, и азербайджанцы живут. Поэтому работа против Ирана проведена колоссальная, начиная от санкций, заканчивая дипломатической работой. И шансов выстоять у Ирана, на мой взгляд, нет никаких. Но для того, чтобы они чем дольше продержались, потому что это религиозные фанатики, их будут поддерживать, ну представьте, 50 лет, 2 поколения выросло. И люди полностью верили в то, что происходит вокруг них, что вот там Израиль зло, Америка зло, что они вот единственные, самые честные и чистые и так далее. И, конечно, эти люди будут воевать какое-то время. И пока они будут воевать, их должны поддерживать. А поддерживать их нужно как? Ну, Россия может поддерживать, пробивая коридор через Армению и Азербайджан, идти к ним на помощь, либо наносить удар по американцам, по армянам, по грузинам, по азербайджанцам. Ну, в первую очередь, армяне, азербайджанцы, наносить по ним удары сзади, чтобы таким вот образом всемирный джихад, потом сперва шииты были, вот мне уже один дурачок пишет, ну не дурачок, он на работе, я все понимаю, он пишет, что шииты это единственные, кто стоит на нашей защите, мы должны там объединяться, там туда-сюда, шииты, сунниты там и так далее. Как раз то же самое говорили российские евреи, что виноваты во всем мусульмане. Да, это находило отклики и не у российских евреев в сердцах, потому что мусульмане их реально достали там. Это тоже факт, который мы отрицать не можем, как бы мы не хотели. Но нужно понимать, что их достали не мусульмане, как ислам, а их достали их двоюродные братья, вчерашние коммунисты, христиане и нынешние там исламисты. Вот кто их там достал. Это тоже нужно разъяснять евреям, чтобы они на нас всех не распространяли свою вот эту негатив, свою ненависть, потому что это нужно нашим врагам. И сейчас Россия готовит нам очередной сюрприз, который, я уверен, у них ничего не получится, но, как обычно, размазать, там, за 3 дня Киев взять, как они пробовали, вот так у них будет, но навредить, пролить кровь, размазать там этот конфликт по большей части, вот, по политической карте, вот они это могут, Но будем наблюдать и смотреть. Так, давайте я вам расскажу ситуацию, которая сейчас разворачивается в Иране, друзья. И еще раз я напоминаю всем и чеченцам, и украинцам, которых тоже, чтобы вы понимали, там, что у вас, украинских патриотов, будут приравнивать к исламистам. А что с исламистами происходит, я вам как адвокат могу очень подробно рассказать. Никаких прав у вас не будет. Вы будете вне закона, за рамками человечности вы будете. Просто так, просто.
Неважно. Вот сперва вы будете какие-то ярые антисемиты, там такие будете за рамками, да, за рамками общечеловеческих норм, цивилизованных норм. А потом все, кто против России, все, кто против Зеленского, тоже евреи по национальности, могут вот это все включать. И большая такая каша может получиться. Мы должны это очень внимательно за этим наблюдать. И поэтому призываю вас быть очень бдительными, украинцы. Очень бдительными. Так, военная обстановка внутри Ирана прямо сейчас. Добрый вечер, Рахат, добрый. Удары не прекращаются ни на минуту. Последние часы Израиль и США провели новую мощную волну по Тегерану. Цели – командные центры КСИР, корпус стражи исламской революции. Позиция Басидж, внутренняя милиция, которая подавляет протесты. Ракетные установки и даже аэропорт Мехрабад. F-35 сбили иранский учебно-боевой самолет над столицей. Всего с 28 февраля более 4000 ударов. Полное превосходство в воздухе над Ираном. ПВО практически уничтожено. Потери в Иране. 940, 1045 погибших. Данные Красного полумесяца плюс иранские СМИ. Включая гражданских, был удар по школе, больнице Тегерана, переполнены ранеными. Кстати говоря, возвращаясь к больнице, школе, где девочек убили и так далее, просто все вот эти российские пропагандисты, а я бы евреев попросил бы сейчас, израильских евреев, обратить внимание, как 7 октября кто-то не обратил внимания, как российская пропаганда взрывалась просто она не затыкалась ни на секунду. А как и сейчас начали, вот посмотрите, что все мусульмане, многие мусульмане, за всех не скажу, многие мусульмане поддерживают ситуацию, либо нейтралитет. Но россияне, российские просто рвут все средства массовой информации, что евреи, даже про американцев, они боятся американцев, про евреев говорят больше, то евреи виноваты. А если что-то пойдет не так, там пойдет наперекосяк, то все достанется евреям. А вы же виноваты, вы же все это начали. Как будто одним евреям только это нужно. А евреям, мне кажется, меньше всего это нужно. Меньше всего. Я так думаю. Из этих двух сторон, если брать. Поэтому вот такая вот ситуация. И когда вот произошло убийство вот этих детей, школьниц в Иране, я думаю, это целенаправленно было сделано для того, чтобы очернить вот эти удары и сказать, что смотрите, они детей... короче, это они рассказывают у еврейскому празднику, это жертвоприношение какое-то. Сейчас праздник идет, забыл его название. И вот это все рассказывают, российские средства массовой информации просто уверенно закладывают людям программу это. Я попрошу евреев не забывать вот этот момент. А то с 7 октября просто забыли и начали про всех мусульман говорить. Это так делается специально. Если мы за честность, если мы за своих людей на самом деле переживаем, за убитых 1200 тогда людей, потом погибших людей, сегодня погибающих каждый день, в том числе и в Израиле, который тоже обстреливает Иран и так далее. И я думаю, сейчас теракты они собираются готовить и так далее. Мы об этом говорили. И будет какой-то супер-мега мощный теракт они собираются, скорее всего, потому что это логика такая. Так было в Сирии. Бостонский теракт, и все, американцы с Башара Асада переключились на ИГИЛ. Все, что было нужно русским. И потом русские еще стали помощниками. Тогда Обама, по-моему, был. Обама там очень договаривался с Путиным, с Медведевым. Уже тогда снова был Путин после Медведева. Вот такая вот ситуация. И я об этом говорил, давно говорил, вы это знаете, что теракт могут сделать, супер-мега какой-нибудь теракт или несколько терактов. И потом скажут, так все мусульмане, так все, мусульмане же это зло. Значит, не Россия зло, не Иран зло, не все, просто я здесь сидящий, я зло. Вот так будут нам представлять. Просто за то, что вот мы есть. Как это было в отношении евреев в нацистской Германии. Когда евреев только за то, что ты еврей, тебя уничтожали. Просто все, ты еврей, ты виноват. Вот точно так же будет. Пурим. Спасибо, Альберт.
Так что вот такие вот дела. Ну, давайте дальше. По поводу вот этой школы, я думаю, это было целенаправленно, местными сделано, чтобы, зная, что будут наноситься мощные удары, как будут американцы наносить, это мое мнение, но я считаю, именно так же было в секторе Газа, когда они по школе, по больнице тогда ракетой якобы израильской, и потом она оказалась совсем не израильской, а своей, которую они сами же либо специально, либо случайно уронили ее на парковочную площадку. Я думаю, в этом случае могло произойти так же. Например, вместе ракеты летят, одну же ракету запустите по школе и убейте 40 или 100 детей. И скажите, что это сделали американцы. Все. А тут убит аятолла, священный, там, мусульманский, туда-сюда. Я не думаю, что этот человек вообще верил в Бога. Извиняюсь, конечно, за такое. Но потому что человек, который устраивает террор граждан, убивает людей, по всему миру финансирует терроризм, я не думаю, что этот человек вообще верил в Бога. Из него делать какого-то мученика, месяц Рамадан, убили туда-сюда. Я считаю, это абсолютно неправильно. Абсолютно. А детей убили специально для того, чтобы сказать, что вот смотрите, какие они. Месяц Рамадан убивает нашего религиозного, папу римского сравнивает. Да папа римский тоже, я, если честно, будь честный и объективный, папа римский такой же. Просто папа римский не обладает таким государством и террористов не финансирует там непосредственно, а это финансирует. И если убьют папу римского, тоже особо, ну, есть, да, такая фигура, есть такая, ну, есть. Папа Римский нынешний, не предыдущий, который почему-то русских считал лучше чеченцев. Русские убивали в Буче людей, а он считал, что это чеченцы убивают. Там, что это в культуре нет у русских. Значит, у чеченцев это в культуре. Поэтому такая, два сапога пара, вот эти все религиозные деятели, я думаю, они сами в Бога не верят. Ну, даже если его сравнивать с Папой Римским, ну, бандит, террорист, сколько людей убил, вот если так посудить. Сколько мусульман убили они, если исходить, что вот там мусульмане, там туда-сюда. Сколько мусульман убил. Сколько зла принесли этим. Поэтому это все сказки и выстрел по этой школе. Я думаю, вполне возможно, я не утверждаю, но вполне возможно, это могло быть и провокацией самих, чтобы дискредитировать попытку, понимаете? А американцы, ну я вам скажу, начали тоже не самые лучшие позиции. Там этот остров Эпштейн, везде пропаганда закидывается. И сейчас убийство детей, школа, потом религиозный еврейский праздник. И все это. И это все русские говорят. Понимаете, это не мусульмане говорят, не чеченцы говорят. А потом они уже, конечно, будут повторять кто-то. Но первое, это вот вы сами это увидите, зафиксируйте. И потом не говорите, что нет, русские ни при чем. Потому что российские евреи будут говорить, что они ни при чем. Как российские чеченцы говорят, что нет, Путин, Россия хорошие. Хорошие. Когда спят зубами к стенке, хорошие. Дальше. Блокпосты везде, усиленные патрули Басидж и полиции. Люди прячутся по подвалам, пытаются уехать из столицы. Интернет почти полностью блокирован. 1,5% только связь. Официально объявлен траур. Но митинги «Смерть Америки» проходят под жестким контролем. Аятолла Али Хаминеи убит 28 февраля, подтверждено иранским ТВ и всеми сторонами. Сейчас власть у Временного совета. Президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Мохсен Эджи и плюс Аятолла Арафи. Но самая свежая ассамблея экспертов вчера-завтра выдвинула Моджтабу Хаминеи, сын покойного, 56 лет этому сыну, новым верховным лидером. Официальное объявление и по ГОС-ТВ еще нет, но израильский оппозиционный источник называет это фактом. Режим пытается сохранить continuity власти. Иран запустил ракеты и дроны по из подземных ракетных городов. Последние часы попадания по американской базам в Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ. Одна ракета попала по базе в Катаре, жертв нет, по последним данным. Угроза пролива Ормуз. Движение танкера, Ормузский пролив. Движение танкеров сильно сокращено. Многие суда идут вокруг Африки. Цена нефти, Brent, уже плюс 10-12%. То есть более 85% выросла. Ну, это Brent, Urals чуть-чуть поменьше.
но растет нефть. Опять же, это выгодно России. Короче, эта война выгодна России. Вот я так считаю. Они там визжат, что последующие мы и так далее. Но они сделают все, чтобы они не стали следующими. Они теперь будут все силы бросать туда. И даже, я думаю, они атомную бомбу применят, я так думаю. Так, дальше. Иран запускает ракеты и дроны. Так, угроза. Индийский океан. Американская подлодка потопила иранский военный корабль возле Шри-Ланки. 87 погибших, 32 спасены. Иран потерял часть флота. Хизбалла в Ливане. Израиль бьет по Бейруту и югу. Новый фронт открыт. Что происходит? Что происходит с обычными иранцами? До войны экономика была в кризисе, инфляция 40-60%, реал обвале. Протесты 25-26 года с тысячами убитых. Сейчас полный хаос, бензин, продукты, электричество под ударом. Многие семьи сидят без света и связи. Настроение. Официально гнев и траур, но среди молодежи в городах тихая надежда, что режим рухнет после стольких лет репрессий. Репрессии усилились, аресты, блокпосты. Тысячи пытаются бежать в Ирак или Турцию. Это пока тысячи. А потом могут их стать сотни тысяч, если не миллионы. США. Министр обороны Хексет. Мы только начали, ускоряемся. Трамп. 4-5 недель минимум, но можем дальше. 4 американских солдата уже погибли. Израиль. Полный контроль над небом Ирана. НАТО. Сбили иранскую ракету над Средиземным морем, которая летела в сторону Турции. Россия и Китай осуждают, но реальной помощи нет. По крайней мере, пока мы ее не видим. Но зато активизируют проект Кечкин. Исламистское гетто на Кавказе. Уже запустили они. Усиленно они его запустили, этот проект. Некий русский там генерал Лапти Аладдина говорил о том, что он готов выехать в Иран, туда-сюда и так далее. Короче, получается, вот это будет главный джихадист против сатанистов и так далее. Я не понимаю одного. Вот этот человек рассказывает, что они уничтожили там американский спецназ какой-то, окружили, и что его группа Ахмад уничтожила там американских спецназовцев. Потом приезжает американский журналист, который в прошлом был ЦРУшником, и на ТАСС, да, информационное агентство ТАСС, берет у Лапти интервью. И разговаривают, как мило так поговорили, он с такой гордостью, там, короче говоря, он его, на мой взгляд, надувал. Вот этот американец приехал, но он говорит, как бы он бывший ЦРУшник, но он его надувал фактически, что вот американцы с ним разговаривают и так далее. Тот говорит, что Америка это сатана, как и Иран это говорил, что это сатанисты, что войско христиан и мусульман против сатанистов выступить должно, там, то есть против Израиля и США. И с ним вот так разговаривают. Теперь этот же деятель, которого мы видим, раскручивает, и его будут дальше раскручивать, рассказывает о том, что он поедет воевать против сатанистов уже в Америке, уже в Иране, которые они сейчас будут. Вот туда он собирается поехать. Короче, блогер, который будет светиться на всех экранах и призывать к священной войне против американцев и так далее. Вот к чему они нас готовят. И я не понимаю, почему американцы позволяют российским спортсменам, которые меняют паспорта, они верны этой России, их все родственники там, деньги там, все у них там, они там выступают, UFC дерутся, там это делают. Потом один выходит на сцену и кричит там, дайте мне поехать воевать в Израиль, когда только началось, когда эта вся вот пропаганда нагнеталась. И он приезжает в Америку. Я просто не могу понять, кто здесь за кого. Почему делается такое вот отношение, например, к этой ситуации. Вроде бы американцы и евреи, они, Израиль, это союзники, а тот, кто призывает воевать к ним с ринга, с высокой трибуны, когда его много слышит человек, он проезжает, зарабатывает там деньги, бой, спорт, там туда-сюда. У меня в голове это все не укладывается. Я не знаю просто, как это все происходит.
Понимаете? Я не знаю, как это объяснить. Если бы американцы имели бы с этого пользу, я бы сказал бы, да, американцы с ними заодно. Так это полный ущерб Америке. Бостонский теракт – прямое нападение на ЦРУ, на ФБР и на американский народ. Потому что полными профанами выставили и ФБР, и ЦРУ. И, конечно же, уничтожили американское. Репутация Америки был нанесен колоссальный вред. Вот я не понимаю, как это потом складывается. Потом они вместе с Путиным воюют против Башара Асада. Потом это расследование, да, например, доказательств недостаточно было, либо там специально увели, запутали следствие, увели его в сторону, подбрасывая там разные там доказательства какие-то фиктивные или косвенные, чтобы увести следствие от правильного расследования. Но столько уже и косвенных причин, ну, можно же понять в конце концов. Можно понять. Не знаю. Так. Сейчас, секунду, я здесь разблокирую. Не могу я разблокировать почему-то твой комментарий. Баркал Масана, друзья, всем спасибо вам за подарки. Так цены поднимутся на все. Да, конечно, но есть надежда, что это не будет долго происходить. Если Ормузский этот пролив освободят, то все быстро стабилизируется. Потому что Трамп сказал, что он будет теперь танкеры в сопровождении американских крейсеров передвигаться будут. Посмотрим. Так, дальше. ООН и Европа требуют прекращения огня, но Британия разрешила использовать свои базы. Кстати говоря, Испания не разрешила использовать свои базы, из-за этого Трамп очень разозлился на Испанию и так далее. Испания призывает нет войне. На самом деле, это одна из самых таких удобных позиций у Испании. Очень удобная позиция. Мы все против войны. Кто за войну, тот, мне кажется, просто мерзавец. Но уже началось. Уже это не остановишь. Так, сейчас спокойно. Что ты имеешь в виду, Гасанов? Режим сильно ослаблен, но пока держится на репрессиях. Если удары продолжатся, возможен коллапс или массовые протесты. Полное закрытие Ормузского пролива. Мировой энергетический кризис. Ядерные объекты частично пострадали, но не уничтожены полностью, заявляет МАГАТЭ. Для стрима... Так, ребята, это уже не то. Вот такие вот вещи, друзья. Давайте почитаем ваши комментарии, а там уже дальше обсудим его. Так, я перемотаю. Да, кавказец. Да, кавказец. Совершенно верно. Ну, я не слышал про ядерное оружие, слышал, что там передать оружие, там туда-сюда, он говорит. Ну да, смотрите, если будет, например, у Ирана окажется ядерное оружие, оно будет применено по-любому, на своей же территории в качестве испытания они проведут, взорвут что-то, то либо к ним прилетит сразу ядерная бомба, либо, знаете, какой-нибудь группа террористов проведет теракт под чужим флагом, скажет, это иранское, у нас есть вот этот полоний или какой-нибудь там радиоактивный изотоп. Вот да, вот мы вот провели вот операцию во имя Аллаха. Все. И все мусульмане виноваты. Взорвут какой-нибудь там город, погибнет 1 миллион человек или сотни тысяч человек. Все, вот. Теперь основание всех мусульман нужно уничтожать. И это то, что нужно как раз вот фашистской России и ее КГБ. Это единственный способ у них выкарабкаться.
Так. Давайте дальше. Венгрия стала самой нищей страной ЕС. Россия это не союзник, а гарант обнищания. Да, совершенно верно. Ну просто это однозначно. Ты за Иран или Америку? Я за Чеченскую республику Ичкерия. Россия поддержала Палестину и режимы, которые помогали Палестине. Да, всегда так было, 70 лет. То есть изначально всех обучали, тренировали, вот этих палестинских террористов, вот этих активистов вначале. Это все делало Советский Союз, КГБ, ГРУ и Россия, конечно. Да, это 100%. Но почему-то забывают про них. Натаньяху говорит о том, что у него очень дружественные древние отношения с Путиным и так далее. Невероятно. До сих пор он это сказал. Вот он недавно это сказал. Невероятно просто. Меня все российские вот эти все шавки обвиняют в том, что я там работаю на евреев, на Израиль там, и так далее, и так далее. А их Путин дружит с Натаньяху. А я за еврейский народ, я не за Натаньяху. Правительство приходит, уходит, а я за то, чтобы евреев не убивали, у них было свое государство. А меня российские, вся вот эта шушера заходит, оскорбляет, там, ты за евреев, ты продал мусульман, там, ислам, чеченцев. Все я, оказывается, продал только за то, что не отказываю евреям право на свое государство и на жизнь. Элементарную просто на жизнь. А оказывается, их Путин дружит с Натаньяху. И кто это после, после этого они мне все лохами показались. Красавчики, да. Россия спонсор терроризма. Да, абсолютно. Международного терроризма. Абсолютно так. Приветствую. Расскажите, пожалуйста, про Ичкерию. Вот как раз я этим и занимаюсь, Алексей. Алекс Кис. Про ядерное это я нафантазировал. Я просто предположил, что ядерное оружие относится к числу этих всех, которые предлагают. Ну, про оружие я слышал. Да, все дать, это он говорил. Да, это я помню. Про ядерное не слышал, но я думаю, они дадут. Ну, посмотрим, друг Натаньяху, Путин, что сделает. Посмотрим. Вот они все друг другу друзья, только вот я не знаю, за что мы тогда воюем, за что 1200 человек в Израиле погибло, зачем после этого там десятки тысяч людей потом погибло, зачем они все дружат, все братья, все они потом сидят, пиво пьют в бане и смеются над нами, наверное, да, вот так получается. На острове Эпштейна там где-нибудь соберутся, или кто сейчас у них там, у россиян, Листерман, да, Петя Листерман, да, у Пети Листермана на острове соберутся, вот пиво пить и нас обсуждать. О, какие они дураки, да, как мы дурим. Молодцы. Асла, Россия Палестину кинула, и Сирию, и Венесуэлу, и Иран, и Армению ты забыл написать. Быть союзником это значит получить кидалово. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, сейчас у России дела не очень. Все, не очень идут. Если верить Ивашову, то к 29 году Россия перестанет. Ну, Россия как цивилизация, русская цивилизация, которая на самом деле имела очень большие возможности и очень большие перспективы в случае, если бы не напали на Ичкерию. И там Бог их абсолютно поставил печать на них. Все, прокляты, навеки вечные. Да. Такую подлость делают. О, возмущаются, как шли переговоры, как они могли ударить. Президента Дудаева убили во время переговоров с российским там, деятелем, депутатом, по-моему, Боровым тогда. Константин Боровой. Сейчас живет в Америке, сказки нам тут сидит, рассказывает. Продолжает трепать, короче, нам мозги. Аслана Масхадова тоже все, война останавливается, надо разговаривать, мы мир туда-сюда. Вытянули Аслана Масхадова, пытались пленить,
Он, чтобы не попасть в плен, погиб. Да, охранник его застрелил. Сказал себя застрелить охраннику. И, короче говоря, ну, о чем говорит вообще Россия, говорит, какие-то, а кто такие вот эти террористы, которые исламисты? Они что соблюдают? Они сколько зла и горя принесли? Сколько зла и горя принесли? Ну вот, и все это делается власти, денег, влияния своих вот этих империй. И вот и все. А Бог, религия, это все прикрытие, это все обман. Они этим прикрываются, они не верят в Бога. Они так нами управляют. Понимаете? Зная, что мы верим в Бога, они этим пользуются и нами управляют. Так. Израиле сейчас все спокойно. А, ты это имел в виду, Альберт? Сейчас на Востоке спокойно. Ну, это хорошо. Но я думаю, сейчас у Ирана уже буквально вот-вот и уже не будет сил вообще наносить удары. Понимаете? Потому что как только что-то вылетает, сразу туда 10 прилетает. Потому что все уже нацелено. Поэтому будет, я думаю, Иран выдохнется. Но одно дело он не сможет наносить, а потом иногда наносить какие-то удары, доставать ракету, там, иногда швырять. Это может долго, конечно, растягиваться. Но постоянно, вот, чтобы вот стабильно наносить удары, у них нет пока сил, возможностей. Но другой вопрос, как решить на земле этот вопрос? Если система не как, например, той же Венесуэле или же той же там, Югославии, или в Ираке, как вчера Аят верно сказал, где вот есть верхушка власти, и эта верхушка вокруг собирается, и весь народ ненавидит, они вот подавляют. Но здесь тоже, конечно, верхушка ненавидит, но оно все построено на вот этой четкой религиозной иерархии. И очень много вот этих банд, которые там есть. Эти банды, КСИР, вот разные другие, они потом просто растворятся. Они просто оденут гражданскую форму, растворятся и так далее. Поэтому это может очень долго затянуться. Если туда сейчас войдут арабы, там, например, кто войдут, там, иракцы войдут, или там турки войдут, или я не знаю кто, сейчас про арабов американцы говорят, кто-то с ними будет, с американцами вместе, наверное, будет заходить. Или американцы будут с воздуха прикрывать, а эти пойдут пешком, короче, по земле пойдут, то есть. То это может затянуться. Потери, бои будут и так далее. Но шанса выстоять у Ирана нет, на мой взгляд, никаких. Но со всех сторон ему будут помогать. Опять же, вот исламистское гетто сделать на Кавказе. Пробуют сделать. И у него ничего не получится. Мы уже знаем, что они хотят сделать. Соответственно, ничего не получится. Да, какие-нибудь попадутся все эти, кого-то мы потеряем, к сожалению. Но вот, массово, и чтобы чеченцы в это, чеченцы, ингуши, дагестанцы в это поверили, я в это уже не верю. Потому что мы это уже узнали, распространяем, я вас призываю, распространяйте. Проект Кечкин. Из нас, и дагестанцы, чеченцы, ингуши, из нас всех хотят сделать исламистов, чтобы потом нас уничтожать, понимаете? Просто так уничтожать. Любой, кто сейчас будет говорить, что мы там должны объединиться, создать исламское государство там и так далее, это прямой провокатор вот этих спецслужб. Либо его обманули, его вот вперед толкают, такие у них тоже есть, либо это действующий, понимающий, что он делает, действующий агент влияния российских спецслужб. Это нужно понимать, друзья. Распространяйте, пожалуйста. ЦРУ хочет курдов вооружить, была информация. Да, я об этом сказал, Рахат. ЦРУ я тоже читал. Курды вооружаются. Наверное, это туркам не нравится. Я думаю, турки тоже хотели бы, чтобы исламистское гетто было на территории Чечни, Дагестана и Ингушетии. Потому что в этом смысле, если Иран падет, Израиль станет очень сильным, очень влиятельным станет, а Турции это абсолютно не нужно, как мы это понимаем. И мечети строили, первая мечеть, которая там построена имени Ахмада Кадырова, они называют ее, или сердце Чечни ее называют, ну, на всех картинках вы, наверное, видели эту мечеть. Эту мечеть построили, как говорят, не утверждаю, как говорят, на турецкие деньги. То есть нас уничтожают, нас сжигают там туда-сюда.
нам мечети строят. Нам мечети. Много беженцев принять, там, помочь с оружием, помочь еще там, медикаментами. Нет. Мечеть вам. Души лечите, души чеченцев. У вас проблемы с душами. Вам мечети не хватает. Поэтому я думаю, Турция тоже будет. Поэтому нам сейчас будут рассказывать некоторые люди, там, мы с Турцией должны быть, мы не должны быть с Турцией. Турция, на мой взгляд, я не говорю про турецкий народ абсолютно. Я к турецкому народу отношусь с большим уважением. Но турецкая империя, турецкая власть, она всю свою историю нас использовала и потом просто оставляла на произвол судьбы. Даже когда была депортация, а депортировали нас, чеченцев и ингушей, с нашей земли, потому что была угроза, что Турция туда может зайти, что сейчас Россия ослабла, Турция там поможет им и так далее, и так далее. Именно поэтому были чеченцы и ингуши, не тюркские народы, и тюркские народы депортированы. Понимаете? Причем тюркские народы депортировались, это и более теплые месяцы, и более теплые места. А чеченцев и ингушей самые лютые морозы в феврале самые лютые места отправили, чтобы побольше умерло. И Турция даже протест не заявила по этому поводу. Никакую помощь полностью уничтожаемому чеченскому народу не оказывала. Опять же, я не говорю про турецкий народ, я говорю про турецкую власть. Мы это должны понимать. Эти мечети сейчас нам под религиозным соусом будут рассказывать, что мы все мусульмане, братья, туда-сюда. Да, мы братья были до того, как Россия устроила нам геноцид, во время того, когда она нам устраивала геноцид, и после геноцида. И все молчали. Да, турецкий народ помогал, немножко приняли беженцев, но и все, на этом все заканчивается. Никакой армии, помощи, прерыв санкций, обрыв дипломатических связей, объявление войны, мы этого не увидели. Поэтому мы, каждый сам за себя, мы это уже должны понять, взрослые люди уже должны понимать, но должны понимать, что нам под соусом, что вот там мы должны быть с Турцией, Турция нам поможет. Сейчас нам этого не будет же говорить, русский, надо русский там туда-сюда. Нет, нам это не будет. Нам будут говорить, Турция, наши братья-мусульмане должны туда-сюда. Должны. Только они должны были и во время геноцида, и после геноцида. А не сейчас, когда вот сейчас Израиль стоит. Для меня лучше Израиль будет сильным. Пусть будет Израиль сильным, чем будет Турция, которая лицемерит, власть Турции, не народ, власть Турции, которая лицемерит. Будет лицемерить Израиль, да, мощный, сильный. Будем его тоже критиковать. Пока он сейчас, пока растет ли он. Поэтому пока оставим. Пусть будет Израиль. Но нам не нужно за интересы Турции нападать там на армян, на азербайджанцев, на кого там, еще на американцев, на кого там нам укажут. Ни в коем случае. Иштум душон нохче, ой кичхал диеш, душон цханах диеш датсон, цхана ден ой должен датшон. Цхана ден худунян чуа ой должен датшон, ой дихри датшон. Аршадол дуни душон, ой дихри, ой датшон. Ой геть туам би инкар ватти, бертал ватти, бех мобилиш дитя. Просто даца эльшу, даца киетича, ой нёх, ой дох зулам кячни нашон. Просто так кячин зулам датшон, десятилетиями кячин зулам душон. Milyardами çu axşneş diyeç, meckş diyeç, nah ambiyş, şedik şey kiçembiyş buşuniş. Ve iyi madaytlaş, ve li madaytlaş, ve tsarık makisitlaş tsayk. Да, алш дуэль нохчи гам. Так, давайте дальше. Ну, вот видите, заходит за интересы нашей религии, можем объединиться. Алос Манабиев. Политики, они за выгоду, говорит. Ну, вот он предлагает. Ну, давай вначале ты назовешься, какой ты национальности. Назовись какой ты национальности. Потом ответь на вопрос, когда на этой земле
вы собирались объединиться, когда на ваших глазах всю Чеченскую республику Ичкерию, которой вы гордились, говорили, чеченцы воины, сражаются против большой России и так далее, когда мы оказались в оккупации, когда наша страна превращена была в сплошной концлагерь, где вы все были, я вас спрашиваю? Где вы все были? У меня вам один единственный вопрос. Братья-мусульмане, конечно, если вы были бы братьями, я бы вас увидел, но вас я не видел, вас не было. Отдельные люди были. Отдельные люди там митинговали, где-то там деньги собирали, что-то помогали. Простой народ. И мы не собираемся ни с кем сейчас объединяться. Сейчас мы разрулим ситуацию. У нас есть свое право, государство есть. Понимаете? Если вы хотите объединяться, присоединяйтесь к Ичкерии. Вот спросите президиум правительства, если они вам разрешат, присоединяйтесь к Ичкерии. Все. Больше мы ни с кем не объединяемся. Пока. Это не значит, что мы не любим, не уважаем наших братьев, ингушей, наших там соседей, дагестанцев, других, третьих. Мы не отторгаем, не отвергаем ни азербайджанцев, ни азербайджанцы. Отдельная тема. С большим уважением отношусь. И к туркам большим уважением отношусь. Но сейчас у нас своя тема. Нас хотят вогнать в какое-то свое гетто. Нет, мы в этом не участвуем. Сашка, музычка жалко. Совершенно верно. Совершенно верно. Пусть земля будет ему пухом. Бандеровка. Пусть земля ему будет пухом. Так. Я турок, Азизка. Нас так же, как и вас, выслали в Казахстан. Да, я знаю. А куда вас выслали? Скажи, пожалуйста. Ты месхетинец, получается, да? Из-за вас даже Турция не сказала ни слова. По крайней мере, ну вас в теплый, лучший климат отправили. И скажи, в каком месяце вас отправили, если не сложно. Его брат тоже был. Да, я не знал. Я не знал. Так, Казахстан под влиянием России. Такая халуй путла. Вполне возможно. Украина пытается вырваться из-под влияния России. Да, совершенно верно. Как будто ты и я что-то решаем. Решаем, русский патриот. Russian патриот пишет. Бедолага, русский патриот. Ты должен верить, что мы что-то решаем. Смотри, если ты правильно и искренне делаешь, не за деньги, не за то, что там чуть-чуть твой фокус сдвигается, например, вот идешь ты к цели, да, отстаиваешь ты, например, интересы русского народа. Отстаивай именно русского народа, не империи, там, не царя, там, народа, людей. Что им нужно? Им образование нужно, им безопасность, им свобода нужна, им развитие нужно, ну, благополучие, финансы нужны. Вот если из этого ты исходишь, главное, свобода, жизнь, право на жизнь, право на свободу слова. Вот если ради этого ты выступаешь, то ты должен исходить из этого. И твой фокус, вот, который идет, тебе могут чуть-чуть сместить. Да, вот там нужна свобода, ну давай-ка мы чуть-чуть будем еще свободнее, там, где-то там уйдем куда-то. Или там, например, там, против кого-то ты борешься, или там вам угроза представляет какая-то страна, народ какой-то. Вот ты борешься, и ты чуть-чуть смещаешь, говоришь, ну не этот народ, да, ну давай всех там, например, это там буддисты. Ну вот всех буддистов там возьмем. И чуть-чуть смести, ты уже не этих буддистов, которые там вас конкретно угнетают, а всех там буддистов или всех других людей на этой земле объединяешь. И вот таким образом тебя уводят. Поэтому эта работа непростая. Это нужно четко быть на своей позиции, в ладах с собой. Понимаешь? Поэтому, если ты будешь на такой основе, у тебя получится. Мне тут один зашел, пишет: Аслан, ты не спаситель чеченского народа. Я так долго смеялся. Эти бедолаги думают, что я какой-то спаситель народа. Что я думаю, что я какой-то спаситель.
И так было смешно. Они думают, что я агент Ми-6 они распространяют, что меня англичане подготовили. Я говорю на английском, они говорят, только я делаю вид, когда у меня пишут по-английски, как будто я плохо говорю на английском, там коверкаю туда-сюда. Это правда, они так распускают, сами себя накручивают. И, конечно, раскручивают, что я агент Ми-6, и также, что у меня миссия спасти чеченский народ. Вот такую чушь мне толкают. И я вас еще раз, он потом убрал эти все комментарии, очень хорошие комментарии получились. Зря ты убрал, конечно. Он начал там разные там вещи писать. И я ему объясняю, что вы, бедолаги, не того боитесь, понимаете? Я никто, я рядовой гражданин. Все, что я делаю, любой чеченец может сделать. Любой. Открыть YouTube и делать то, что я делаю. Говорить правду, а правду большинство чеченцев уже знают. И если что, еще лучше, чем я это буду делать и смогут сделать. И он мне говорит, у тебя все в роду против Дудаева были. Ну, опять, ГБшная ложь. Они не могут не врать. Не могут не врать. И я думаю, мой отец бы очень посмеялся бы, если бы этот комментарий почитал, что у нас все были в моей семье, там были все против Дудаева, который ярый дудаевец у меня отец. Поэтому было бы очень весело посмотреть. Но потом он обиделся, убрал, короче, комментарий почему-то. Ну, зря, конечно, было очень интересно. Поэтому они вот так думают, что там, вот ты, например, думаешь, что никто не может, мы ничего не можем повлиять. Можем. Ты же можешь человеку, например, чеченцу, русскому, там, украинцу, мысль сказать, которая логична и понятна. И если она ему в голове останется, вот эта мысль, она у него в голове останется, все, человека уже трудно будет обмануть. Ты его уже предупредил. Да, возможно, его обманут, возможно, еще будет работа вести, возможно, нас будут убивать. Скорее всего, нас сотни тысяч уже убили. Но зато ты сделаешь шаг, который немножко подскажет, и вся вот эта огромная махина, построенная вот этой ФСБ, она рушится. Она пшик, она ничто, понимаете? Когда мы знаем, что против нас ведется такая операция. Это очень важно знать. Так, давайте дальше. Я тоже недоволен, что нас не поддержали. Разные места отправили, от севера до юга. Но я читал, что у вас месхетинцы живут в Чечне, Осетии, Кабардино-Балкарии, Азербайджане. Да, я знаю, здесь живут, но их выселяли месхетинцев. Вот я о чем говорил. Разные места отправляли. Да, Россия это делала для того, не потому что там Гитлеру коня подарили, что чеченцы предатели, а потому что они боялись Турцию. И может быть даже я стесняюсь предположить, что Турция и Россия вместе могли договориться. Давай, убирай всех вот этих, я не против. Хотя тогда уже Советский Союз был сильнее намного Турции, и тогда Турция боялась бы что-то сказать. Да, я думаю, не в сговоре, конечно, немножко не будем докидывать лишнего, но именно из-за Турции, потому что именно с тюркскими народами нас вместе. Ну, нас отправили в самое тяжелое место, а у этих тюркоязычных отправили, может, получше место, чтобы, если что, у них есть защитники. Турция там могла где-то, ООН там где-то что-то заявлять и так далее. Но это моя такая теория по этому поводу. Но факт есть факт. Вместе с тюркскими народами. Хотя и калмыков тоже депортировали, хоть они не тюркские. Так, в разные места. Так, я тоже недоволен. Так. Если есть русская нация, то они хотя бы должны иметь свою национальную республику, чтобы Кремль их не использовал. А в том-то и дело, Асланбек, Кремлю нужно их использовать. Это же материал для использования. Понимаешь, пока они о своих правах сами не заявятся, у них не появятся патриоты, которые будут реально думать не об империи, как завоевать соседние народы и потом их использовать, а чтобы русские жили лучше, чтобы для русских было, русские корни, русская культура, там все, вот если они в этом направлении будут, то в таком случае у них все наладится. Но это не нужно, власти это не нужно.
Российской власти это не нужно. Одно помню, отец мой немец рассказывал, что был вместе с чеченцами труд армии в Соликамске. Да, мне тоже рассказывали про немцев. Мне рассказывал дядя или отец историю, как немец подарил ему как шинель, что ли, ну что-то какой пуховик, ну не пуховик, вот из овчинки, по-моему, делается, вот как дубленка, что ли, какой-то. Он мерз, он принес ему и отдал. Взрослый мужчина ребенку отдал эту большую куртку или пуховик. Помню эту историю. Да, немцев точно так же, как чеченцев, и многих других, да, и очередь за евреями уже была, и Сталин был убит. Может быть, евреями был, при помощи евреев был убит, не знаю, но его соратники его грохнули. Но готовилась и против евреев тоже такая же акция. Азнат, ты не заметил одну вещь, не заметил закономерность? Что конкретно ты имеешь в виду? Германия третья экономика в мире, 5,2 триллиона долларов. Да, то, что все больше и больше россиян недовольны Пуйлом и его политикой. А это у них заведено так, кавказян. Это у них такая практика. Они вместе, это ж, кто там писал? Сейчас не помню, кто-то писал. Вместе русские, вместе со своим царем, вместе ураганят, убивают, грабят, насилуют, все делают. После того, как они либо проигрывают, либо он умирает, они все валят на своего вот этого царька, всю вину, и говорят, это не мы, это он. Так всегда у них в истории. Сейчас Путин уже как бы лузер, и теперь Путин их сдает, да, он их сдает, пытается выкарабкаться, он все скидывает, балласт, армию свою сдает, армия для него самый главный враг и противник. А они его, соответственно. Вот такая у них работа. Вот так они друг друга любят. Так, распад России лучший исход для Кавказа. Для всего мира-то он лучший. Просто кто хочет этого распада? Американцы этого не хотят. Не вижу я этого. Американцы не хотят. А все как американцы. Если американцы не хотят, значит и все остальные не хотят. Европа, например, в ПАСЕ всех вот этих хороших имперцев пригласила. Просто всю вот эту террористическую банду могли бы прям с Кремля позвать и туда пригласить. Че вот этих сейчас звать? Та же самая, короче, ситуация. Ну, ужас, друзья. Но это не значит, что мы должны просто полностью покориться, сдаться и замолчать. Нет, есть свобода слова, есть очень много людей и в Америке, и в Европе, и везде в этом мире, которые разделяют наши взгляды. И мы должны бороться, объединяться и защищать демократию, права человека, свободу личности. Это самое главное, что у нас есть, чего добились люди, человечество за время своего развития. И надо отстаивать, и нам не нужны ни тираны, не нужны, ни цари не нужны. У нас у чеченцев никогда не было и не будет никогда. Лучше быть мертвым, чем под каким-то царем ходить и восхищаться им. Да? Его дом лучше, чем дом твоего барина, моего барина лучше, чем твоего барина. Да? Вот так себе это обсуждать. Немцы порядочные люди и очень надежные. Я тебе скажу, Самек, да, немцы держат слово. Вот что я заметил. Да, есть разные попадаются моменты, как и у всех, но немцы порядочные, и если он говорит немец, он делает. Да, он 100 раз отмерит, сделает свою выгоду, всегда учтет, но если он сказал, значит так и будет. Я это могу свидетельствовать, да. Немцы, как и чеченцы, депортировали во время Второй мировой войны. Да, было дело. Германия была крутой страной, пока она не приняла беженцев из Турции и Ближнего Востока. Ну, во-первых, Германия до сих пор очень крутая страна, а турецких беженцев она на минуточку принимала, когда она лежала в руинах. И турецкие гастарбайтеры отстраивали эту Германию.
Турция очень много сделала для Германии. И турецкая здесь община, она очень интегрирована. Ну, разные, конечно, все бывает. Не поголовно, я имею в виду, но она очень интегрирована, очень порядочная, очень хорошие люди здесь, турки. Абсолютно не радикально. Ислам соблюдают многие женщины в платках, хиджабах, там, ну, курят некоторые иногда, но это так, не пьют, я не видел, что курили, например, турецкие женщины. Пили не видел, курили видел. В этом смысле очень интегрированные, абсолютно понимают друг друга. Смешанных браков очень много. Как турчанки уходят замуж за немцев, так и немки уходят замуж за турков. Поэтому Турция это не относится, вот если так говорить, это немножко другая ситуация с турками здесь в Европе. Правда есть правда, ее нужно говорить как есть, правильно? Это правда. А по поводу Ближнего Востока, вот когда в Сирии началась вот эта война, когда Путин начал уничтожать там всех подряд, началась вся Европа, да, на минутку, вся Европа поддержала оппозицию там и так далее, а потом забыли просто. И тогда приняли беженцев. Огромная благодарность немецким гражданам и Германии, и лично Ангелы Меркель за то, что она тогда приняла этих людей, потому что они находились в тяжелейшем состоянии. Приняли их на самом высоком уровне. Выше их принимали только украинцев, когда вот сейчас началось с Украины. И тоже очень много приняли. Тогда, по-моему, 1 миллион сирийцев приняли. И сейчас больше 1 миллиона украинцев Германия приняла. Нужно сказать, за все это время я видел несколько моментов криминальных со стороны вот этих сирийцев, приезжих и так далее. Но в основном, например, я вчера разговаривал с сирийцем, это врач, сирийцы очень быстро выучили немецкий язык, очень быстро интегрировались. И это очень хорошие и порядочные, не все, опять же, но большинство, подавляющее большинство, это очень порядочные, добропорядочные жители или резиденты этой страны, некоторые уже граждане. Работают врачами, юристами, ну, всеми работами работают. Поэтому Турция вот такая ситуация, как мне видится, а с этими сирийцами с Ближнего Востока вот такая вот ситуация. Я не вижу здесь проблем. Вот как нам рассказывают, весь исламский мир захватит Европу. Это абсолютно не так. Вы просто можете открыть искусственный интеллект и задать ему этот вопрос. И вы поймете, насколько это ложный посыл, что вот мир захватит. Здесь в Европе всего в целом 5 или 10% мусульман. Для того, чтобы их стало хотя бы половина, нас стало хотя бы здесь половина, нужно минимум 100 лет. И это при том, что в таких же темпах будет развиваться именно миграция. А миграция уже полностью остановлена. Также нужно отметить тоже важный момент, что здесь настолько свободно ты себя чувствуешь, что тебе не нужно сбиваться в стаи, в кучки там, и где-то там защищаться, как в России, например, таджики, узбеки, чеченцы, как они там проживали. Здесь абсолютно люди интегрируются, женятся на местных, выходят замуж за местных. И здесь нету этой проблемы. Она выдумана, она фальшивая. Я не знаю, для чего это делается, но это делается с какой-то целью, потому что это очень сильно накручивается, что вот мусульмане захватывают и так далее. Даже наоборот, мусульмане здесь наоборот отходят от религии, менее радикальными становятся. Менее радикальными. Кто-то выходит вообще из религии, меняет религию или отказывается просто соблюдать религию и так далее. Поэтому я не вижу, что даже через 100 лет половина населения Европы станет мусульманским. Я это просто не вижу. Но мусульмане это неотъемлемая часть европейской уже цивилизации, европейской культуры, еще начиная с Андалусии, и сейчас их просто чуть больше стало. И я полагаю, если не будет геноцида, как это было в отношении евреев в 30-х, 40-х годах, если в отношении мусульман не будет газовых печей и газовых камер, и там, крематориев, где будут людей сжигать, уничтожать, как это было с иудеями, с евреями, то они останутся
частью европейской цивилизации. И я думаю, не будет никакого здесь геноцида мусульман. Но, опять же, возможно, теракты, террор, бомбы, там туда-сюда. И мы, мусульмане, должны показать этим людям, которые нас приняли, которые верят в нас, которые очень много помогли нам, что мы являемся их надежными союзниками и их защитниками. И любой провокатор, террорист, исламист или антиисламист, или исламофоб, этих всех мерзавцев и фашистов мы должны ставить на место. Сами выявлять и ставить на место. Ну, либо передавать правоохранительные органы. Вот такие вот дела, друзья. Так, здравствуйте. Первые пришли итальянцы восстанавливать Германию, потом турки. Может быть, Асланбек, может быть. После 1955 года начали приезжать итальянцы, тунисцы, марокканцы, греки, югославы, испанцы, португальцы. И только в 1961 году начали приезжать турки, турецкие курды. Ну, я не спорю, я имею в виду, 55-й год или 60-й год. Я, согласись, очень давно это получается, правильно? Уже 60 лет, уже 2 поколения больше люди здесь живут. Причем они работать приезжают, строить. И нужны были рабочие тогда гастарбайтеры, и их принимали. И они уже пустили корни, у них здесь бизнесы, они здесь родились. Это уже часть Турции, это часть Германии уже. Да, небольшая часть, но это часть. Валейкум салам, гражданин Шкели Машвар. Друзья, мы уже больше 1,5 часов в эфире. Я на этом сирийцы быстро интегрируются и немецкое общество. Да, совершенно верно. За 2 года сирийцы говорят спокойно на немецком. Да, Асланбек, они учат, в отличие от нас. Они учат. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Я надеюсь, вы меня услышали. Пожалуйста, передайте всем, что Россия готовит исламистское гетто на Кавказе, и мы все должны быть к этому готовы. Проект Кечкин должен остаться на бумаге. И в больных шизофренических фантазиях вот этих ублюдков из ФСБ и КГБ. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, друзья, что смотрите и поддерживаете. И, как обычно, все будет Ичкерия. Ичкерия. Ам дин хираду. Ади кёй маш ойл.